Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан представляет третий вечер фестиваля к 30-летию коллектива. Открывает программу тройной концерт Людвига ван Бетховена, один из шедевров классики, датированный 1803 годом. Современники утверждали, что концерт был написан Бетховеном специально для его ученика, 14-летнего эрцгерцога Рудольфа, представителя императорской фамилии, просто одаренного ребенка. Однако нет свидетельств того, исполнял ли Рудольф этот концерт на публике, и премьера прошла в 1808 году в летнем парке Вены Аугартен. Людвиг ван Бетховен. Концерт для скрипки, виолончели и фортепиано до мажор, опус 56. Тройной, в 3 частях. На сцене Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан. Солисты, заслуженные артисты Республики Башкортостан, лауреаты международных конкурсов Ильшат Муслимов, скрипка, Аяз Нухов, виолончель. Лауреат международных и всероссийских конкурсов Денис Хусаинов, фортепиано. Дирижер, заслуженный артист Республики Башкортостан, главный дирижер оркестра Дмитрий Крюков.
Дамы и господа, закончилось первое отделение программы «Антракт». Дамы и господа, продолжает программу симфония «Гарольд» в Италии для солирующего альта и симфонического оркестра композитора Гектора Берлиоза, премьера которой с успехом была исполнена в ноябре 1834 года в зале Парижской консерватории под управлением Нарцисса Жерара. Тогда партию альта должен был исполнить великолепный Никколо Паганини, но он не дождался завершения симфонии, покинул Париж и на премьере играл солист симфонического оркестра Гранд-Опера Кретьен Уран. В своих мемуарах Берлиоз сообщал, что хотел уподобить альт меланхолическому мечтателю в духе Чайльд Гарольда, главного героя одноименной поэмы Байрона. Каждой части симфонии он предпослал название. Позже более подробное описание программы симфонии сделает современник Берлиоза, композитор Ференц Лист. Часть первая. Гарольд в горах. Сцена меланхолии, счастья и радости. Гарольд хотел бы слиться с природой, потеряться в великом целом, раствориться в нем. Альт, символ образа Гарольда, выражает его внутренний мир. Часть вторая. Шествие пилигримов, поющих вечернюю молитву. Это картина шествия паломников к сельскому алтарю. Наступает ночь, и тишина, появляются первые звезды. Часть третья. Серенада горца из Абруц своей возлюбленной. Здесь Гарольд – свидетель любовной сцены. Но свежее дыхание внешнего мира не трогает его. Его душа не способна сочувствовать любовному упоению. Финал – оргия разбойников, воспоминания о предшествующих сценах. Гарольд, окруженный разбойниками, спокойно осушает смертельный кубок и умирает в молчаливом презрении к миру. Гектор Берлиоз. «Гарольд в Италии». Симфония для солирующего альта и симфонического оркестра, опус 16 в 4 частях. Для более полного прочтения художественных образов просим вас не аплодировать между частями симфонии. Исполняет Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан. Солистка, заслуженная артистка Республики Башкортостан, лауреат международных конкурсов Айгуль Муратова, альт, дирижер Дмитрий Крюков.
Дорогие друзья, на этом третий вечер фестиваля к 30-летию коллектива завершен. Мы благодарим за внимание. Приглашаем вас 26 мая на закрытие фестиваля. Солист, заслуженный артист Республики Башкортостан, солист программ Московской государственной академической филармонии Артур Назиуллин. Все дни фестиваля за пультом Дмитрий Крюков. Всего доброго, до новых встреч!